Всем привет. Я очень часто от моих друзей, братьев, сестер, у кого есть дети школьного возраста, раннего школьного возраста, по там уже достаточно взрослого, сталкиваюсь с одной и той же историей, с одним и тем же недовольствием, нытьем, связанное с тем, что язык непонятен, язык даже для тех, кто владеет языком из моего поколения, пускай это такая не так часто встречающееся явление в наше время, но окей, все равно что кто-то же владеет языком так или иначе. Не могут помочь своим детям сделать уроки. Я о том, что язык вместо того, чтобы упростить и ввести его в эксплуатацию через какие-то простые разговорные формы, язык на абхазский максимально усложнен. Я конкретно кого-то не обвиняю. В этом, в принципе, в целом вина на системе. На системе, которая управляет, которая регулирует, которая регламентирует все необходимые действия в ключе поддержки закона о государственном языке Республики Абхазия. Я не начну там такие, чем вы там занимаетесь. Нет, конечно же, научные деятели, все это большие молодцы, действительно, люди трудятся, работают, но нет, есть такое ощущение, что как и вообще от малого к глобальному, да, нет мотивации, нет цели. Нет цели. У наших вообще средств массовой информации нет конкретной мотивации, нет цели. Так как, вот, читая вообще всю информацию из СМИ или там слушая, я для себя умозаключил, и это не первый раз, что наши средства массовой информации не ведут какой-то бой, какую-то войну информационную, когда это очень необходимо. Они просто делают то, что должны, за что им платят, и все. Ребята, информационная сторона – это уже четвертая ветвь власти, во многих странах почти практически признана. А мы все считаем, что информация, пространственная, которая нам достается не из уст в уста, это ни о чем. Популяризация страны, загибающегося языка, потерянной практически там процентов на 30-40 культуры, все делается через контент, через СМИ, через медиапространство. Но, к большому сожалению, в моем обществе медиапространству уделяется самое минимальное внимание, что и порождает бесконтрольное участие и, так скажем, не очень красивое представленное подростковое поколение Абхазии в некоторых интернет-пространствах, на некоторых страницах, сетях и так далее. Это не красит ни страну, ни общество, ни молодежи и определяет уровень жизни как максимально низкий. Мы этим не занимаемся, но зато мы занимаемся свет, вода, политика, кто должен быть главным, а кто там не главным. Может, нам стоило бы просто взять транспаранты и не написать там «Сохраним то, что сделал нам Господь». Господь великая сила, да хранит нас всех Господь и ангела нам хранителя, но наше побережье Господь руку из туч не высунул и не построил. Давайте быть реалистами. Если не заниматься ни языком, ни страной, ни полосой, ни побережьем, все это мы потеряем. А как заниматься, если нам не хватает навыка и не хватает опыта? Может быть, мы просто найдем в себе силы не постесняться и спросить у того, кто знает, назначить того, кто действительно знает, и поучиться у тех специалистов, которые сегодня должны и могут заниматься очень важными делами в стране, но сидят дома по известной нам чем причине. Это малая крупица того, что делает нас теми, кто мы сегодня есть, к большому сожалению. Не все так плохо, но исправлять надо очень многое. Удачи нам в исправлениях.